Какое ощущение на душе, что ты чувствуешь? Настрой на победу и все. Что думаешь о своем сопернике, о Фаридуне Адилеве? И он каждый отбой боем показывает это, поэтому... Родные стены, дома, Москва. Для Таджикистана Москва тоже уже как родной. Не, ну в целом, ты как россиянин, русский парень, тебя напрягает то, что приходят ребята с Таджикистана толпами и болеют, и говорят Таджикистан во-первых. Допустим, Шлеменко, насколько я знаю, ему это вроде бы не нравится. Миша Маваши это не нравится, допустим. А вот тебе, как русскому человеку, нравится? Следующая пара: Фаридун Адилов и Михаил Мохнатки. Братья, всех приветствую. Осталось 3 дня до турнира ACA. Успейте приобрести билеты. Фаридун Адилов против Михаила Мохнаткина, Анис Якубов и Осимхон Рахмонов. Принципиальные бои, друзья мои. Осталось 3 дня. Успейте приобрести билеты. Я всегда рекомендую надежных и проверенных людей. Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. Шамс Экспресс – более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. Михаил, приветствую тебя. Как тебе московская погода? Ну, практически как питерская. Очень отличается, да? Да. Расскажи, пожалуйста, какая, так скажем, у тебя на душе атмосфера? Все-таки полуфинал, точнее сказать, да, полуфинал, выход в финал. Гран-при. Какое ощущение на душе, что ты чувствуешь, что ты ожидаешь? Да, на душе пока еще ничего нет, потому что бой же не прошел, еще результаты никакие неизвестны, поэтому только настрой на победу и все. Готовимся, настраиваемся. Сейчас еще как раз неделя такая, пресс-конференции, подгонка веса, куча суеты всякой разной. Расскажи, пожалуйста, о подготовке. Была ли эта подготовка более особенной? Я думаю, да, потому что приходили ребята, с которыми работал, они были, возможно, что больше специалисты, чем в предыдущей подготовке, и борьба, и ударная техника. Над всем работали, не было такого, что прямо я над чем-то углубленно работал, но, наверное, именно специалистов хороших в своей деятельности присутствовало больше. Весогонка, вот эта история, она не мучает тебя? Ты как вообще справляешься с этой историей? Да нормально. Берешь книжку, читаешь, пьешь воду, все нормально. Почему задал этот вопрос? Потому что все-таки ты выступал в тяжелом весе, Да. И 93 или полутяжелый вес, как говорят, да, это все-таки непривычно немножко, нет? Да, непривычно, но я как-то себя, если честно, тяжелым мало ощущаю, даже когда бился в тяжелом весе. Да, не спорю, там, конечно, с какими-то бойцами ты можешь выходить и работать хорошо, но если говорить о качественных тяжеловесах, то я думаю, что с моим весом, который там примерно 110, там 111, да, мне будет тяжеловато с ними работать, даже просто потому, что они в 120 некоторые гоняют. И поэтому приняли решение, что в 93 будем выступать в Гран-при. Мне кажется, это мой вес. Круто. И самые интересные вопросы теперь. Что думаешь о своем сопернике, о Фаридуне Адилеве? Набрал ли он или он не там находится, где должен быть? Это не его весовая категория. Вообще, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что Фаридун то, что сделал и перешел в 93, я думаю, он для многих бойцов неудобен, потому что антропометрия и рост у него чуть поменьше, более он приземистый, более коренастый. Для многих, я более чем уверен, он неудобен. И то, что выбрал 93, я думаю, хорошо, он себя хорошо показывает в этом весе и обороты постоянно набирает. Плюс все мы знаем, что он все время бился с Шавкатом Рахмоновым, и бой был такой, что, качели были, правильно? Да, он на замену выходил. И все знают, что уровень у Фаридуна, у него хороший уровень, и он каждый отбой боем показывает это, поэтому мне интересно таких спортсменов биться. Это не просто там бой ради боя какого-то, а это интересный боец. Я думаю, что я ему также буду интересен, поскольку я опытный спортсмен и давно уже бьюсь. Поэтому я думаю, это будет для всех интересно, и для нас, и для зрителей. Что будет ключевым фактором в вашем бою? Сложно сказать. Я думаю, наверное, психология всегда, мне кажется, одной из ключевых в этом деле, потому что плюс-минус у всех нас за плечами есть тренерский штаб, все остальные, все примерно понимают, какой рисунок должен быть по бою для каждого из нас, но в целом то, как ты настроишься, то, как ты будешь себя по ходу боя вести, я думаю, это будет ключевым фактором. Все в голове. И такой вопрос, давай будем разбирать, допустим, да, там, в чем ты сильнее и в чем он сильнее.
Или в чем ты опасен для него, и чем он опасен для тебя? Я такое не люблю разбирать, если честно, потому что, ну, тут можно уповать на какой-то один аспект, да, он может совершенно не пойти вообще. Нужно будет что-то придумать, да, постоянно подбирать какие-то ключи. Нужно быть как можно более разносторонним бойцом для того, чтобы в бою, ну, соответственно, каждый будет стремиться к победе, чтобы победить. Вот. Кстати, больше ничего не интересует. Согласен с тобой, это потому что четко ответ, психология все-таки играет свою роль, там, да, там, кто как будет думать. Родные стены, дома, Москва. Но мне кажется, что ты сейчас лукаешь, потому что для Таджикистана Москва тоже уже как родная. Не, ну в целом в России, это любой город приедешь, можно собрать 500-600 тысяч. Вообще, знаешь, на самом деле круто то, что мы очень хорошо дружим, Россия и Таджикистан, 3 миллиона почти уже здесь живут в России. Вот, и в Таджикистане открываются русские школы, русский язык развивается. Вот, и вот все-таки вот интересно, да, допустим, родные стены будут мешать тебе, или ты считаешь, что это уже... Я думаю, что здесь плюс-минус, я думаю, Фаридун в Москве вроде же готовился. Да. Плюс-минус для него и здесь родные стены. Для меня все-таки родные стены больше Санкт-Петербург, а здесь все равно я приезжаю. Это не то, что мне там это родина, но родина моя, да, но Москва немножко другой город. И по темпу жизни, и по всему. Я, честно говоря, приезжаю из Петербурга, хоть это и крупный город, я немножко здесь теряюсь. Ну, вот если просто сесть в метро, прокатиться, все это совершенно разные города. Москва, Петербург. Я уже не говорю за другие города. А так, по большому счету, никогда так, я к этому никогда не относился, так что даже в Санкт-Петербурге, если это родные стены, да, то мне как-то это все помогает. Да, удобно, что ты просто живешь в этом городе, ты дома сидел, потом поехал, как, грубо говоря, как на тренировку и обратно вернулся. Это, в этом плане круто. А здесь ты все равно поехал как командировку, какая разница куда. Отлично. Все-таки, как ты считаешь, кто больше фаворит в этом гран-при? Потому что Муслим Магомедов чемпион, но он себя считает уже главным фаворитом в этом карде. Но, насколько я знаю, по-моему, он слетел с гран-при, да, по-моему? Получается, что Муслима нет. Нету, да? Нет в гран-при, да. Почему? Из-за того, что он вес не сделал? Ну, я не знаю, как там все это санкционировалось, я не совсем полностью, я знал там за ситуацию, что не согнал вес, а как там дальше все это происходило, я не знаю. Поэтому так получилось, что уже в гран-при с другой стороны уже есть тоже полуфиналисты, 2 человека. И сейчас на самом деле самое интересное, мне кажется, плюс-минус у всех есть шансы, ну, на самом деле, шансы у всех есть здесь, потому что, если мы там говорим о Муслиме, да, он себя все равно показывал как чемпион доминирующий. Понятное дело, что мы все готовы с ним все это дело оспаривать, каждый из нас, как боец. Но сейчас из нас и всех никто не был чемпионом данной лиги, да, и поэтому сейчас будет интересно выявиться кто-то новый чемпион. По-любому будет новый чемпион в тяжелом весе. Ты как россиянин, русский парень, вот, и задам тебе этот вопрос. Тебя напрягает то, что приходят ребята с Таджикистана толпами и болеют, и говорят Таджикистан вопешь? Потому что, почему задал этот вопрос именно тебе? Потому что, допустим, насколько я понимаю, не нравится... Ты имеешь в виду, что тогда начали какой-то резонанс делать после нашего стардауна? Нет, ничего, просто, допустим, Шлеменко, насколько я знаю, ему это вроде бы не нравится, Миша Маваши это не нравится, допустим. А вот тебе, как русскому человеку, нравится? Да я к этому спокойно отношусь, у нас многонациональная страна, и мне кажется, здесь нельзя настолько вот так разграничивать, что славяне, узбеки, таджики, Дагестан, Кавказ, там, да, и, ну, всех смысл разграничить, потому что много ребят, которые славяне общаются также и с узбеками, таджиками, и дружат, и у некоторых даже семьи складываются. И смысл, так это, как сейчас немножко мир поменялся, он более современный, люди постоянно общаются, коммуницируют, и здесь на это как-то уповать, ну, не знаю, это дело каждого, конечно. Я ко всему спокойно отношусь. Болельщикам Таджикистана, если не поддерживают Таджикистан, да, ради бога, у нас есть свои болельщики, они также поддерживают нас. И это нормально, это абсолютно нормально, здесь нет ничего такого. Главное, чтобы это не доходило до каких-то резонансных дел. Это, конечно, не хотелось бы, чтобы это приводило, ну, и такие мероприятия праздничные, да, чтобы они приводили к каким-то резонансным делам, потому что это не нужно, потому что это просто шоу, мы выходим, выступаем, мы просто каждый проявляем
то, на что мы способны, да, подготовка наша, все остальное, мы показываем это все в клетке. Все. А все остальное, это, мне кажется, если там уже заходить за какую-то отчасти здесь политика, мне кажется, это вообще не для спортсменов дело. Каждый должен заниматься своим делом. Миша, спасибо большое за это интервью. Мы тебе тоже желаем удачи, успехов. Ты очень талантливый спортсмен и очень хороший человек. Спасибо тебе большое. Спасибо, родной.